Качество заявленного натурального продукта, срок годности, места реализации товара. За ответами на эти и другие вопросы блогеры и региональные журналисты прибыли на молочно-мясной комплекс. Правда, на самом деле ситуация с молоком оказалась вполне объяснима. Если же срок годности обычного импортного молока может достигать до нескольких месяцев, то молоко Ингушетии хранится только 9 дней, потому что в нем нет химикатов, пищевых добавок и прочих составляющих, благодаря которым товар может стоять на прилавках до 2 месяцев. Маленький срок годности по понятным причинам не выгоден для потребителей. Они не хотят нести убытки. Молоко и ухче, здесь могут подтвердить специалисты. Лучше не может быть, просто молока лучше не может быть, потому что корма здесь, целый как корм, когда она дает счастье, потому что подсолнечный жмых, пшеница, кукуруза, силос. На сегодняшний день основное стадо в молочно-мясном комплексе состоит из 830 голов крупного рогатого скота. Молодняка здесь более 300 голов и до года более сотни особей. Ежемесячно в комплексе появляется от 35 до 40 телят. У нашей коровы теленок родился! От моей коровы какая польза! Поточно-цеховая система замкнутого цикла позволяет получать молоко круглый год, однако без возникновения проблем в таком крупном предприятии не обходится. У нас есть потенциал, у нас есть возможность. На сегодняшний день здесь катастрофически не хватает земли. То есть даже для банального, для даже простого севооборота у нас такой возможности нету, потому что 1370 гектаров земли это, по-хорошему прокормить один корпус. Благодарные потребители, постоянные закупщики товара у предприятия уже есть, хотя пока точек в регионе открыто всего лишь 3, реализуют продукцию индивидуальные предприниматели. Важен правильный уход за коровами, но к этому придраться тут невозможно, поскольку у этих счастливец здесь протекает полноценная, насыщенная жизнь. Я со своей Муркой ни за что теперь не расстанусь. Для них здесь предусмотрено огромное количество всевозможных процедур и разработаны методики, которые практикуются и во всем мире. Например, на вращающиеся карусели коровы любят слушать музыку, которая благотворно влияет не только на удой, но и в целом на общее состояние коровы. Малейшая царапинка, продуктивность падает, лечить приходится очень долго и тяжело. Сначала зарабатывать тяжело. Самое главное – это качество, хоть сейчас реализация продукции на точках сложно, поскольку во всем регионе их можно посчитать по пальцам одной руки. Говорить о том, что здесь используют какие-либо химические добавки, невозможно. На сегодняшний день с формалин, уже очень халуя же сбол. Каска волка общаться два. Кооперация в Ултоне. Единственное, фишел еще уже сам, или России, России. Единственное предприятие, которое 100% экологически чистый продукт, молочная продукция. Я теперь продукцию, дизла, бира, халбир, шалты, дуаш. Отрава я часом. Узрели, балалочки, 100% они еще. Сам да тоже я часом. Сам да тоже я. Садил волча, это тоже я. Соверш воду мочхол судья. Садил волча, сам да тира, вы испачкать да часом. Пусть мы не заработаем ничего с ним, но это не завод Волбечка. Есть мнение, что продукция слабо реализуется из-за упаковки молока, плохо продуман маркетинг. Не будь обертка красивой, могут не добраться и до начинки. Хромает и инвентарь для магазинов, проще говоря, нет подходящих холодильников. Крупные производители, которые себе могут деньгами это позволить, они что сделают? Они идут со своими холодильниками, создают условия, чтобы их продукция пошла. Если вы здесь возьмите, скажем так, не на 5 лет, не на 3 года,
рассчитывать на 30, на 40 лет работы, ну, условно, как стоимость холодильника заложить, но это тоже часть маркетинга. Молоко, ряженка, сметана, кефир, сыры, творог. Здесь производят практически весь ряд молочных продуктов. Комплекс выдает до 90 тонн молочной продукции в месяц и является одним из самых крупных предприятий во всем Северном Кавказе по его производству. Это уже подтвержденный факт. А выбирать, потреблять в пищу экологически чистый, полезный, но краткосрочный продукт или привычный, стойкий ко времени – дело каждого. Зелимхан Калоев, Рахман Цуров, Новости 24.